эфире специальный выпуск новостей, в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурет Дунайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня, как и обещал, выхожу в эфир второй раз. В первом своем обращении я рассказал о конституционном соглашении, очень важном. Ну и вторая половина дня тоже выдалась достаточно насыщенно. Расскажу о событии знаменательном не только для меня, а еще для 16 ребят, которым сегодня в преддверии праздника Конституции, Дня Конституции, вручали паспорта. Ну, как известно, для молодых ребят, девчонок, паспорт, первый настоящий документ, это всегда событие, а тут еще вручается в администрации, при присутствии родителей, ответственных работников администрации, председателя Госсовета, главой республики. Ну и самое важное, наверное, это то, что кроме того, что это первый документ взрослый, это еще этим ребятам это очень запомнится, потому что паспорта вручались в год столетия республики. Я, знаете, хочу все-таки об этих ребятах немножко рассказать, потому что все ребята очень интересные, они все такие дарования, и я думаю, точно это ребята, которые в будущем будут руководителями и в республике, и в России, поэтому вот запоминайте имена их. Кирилл Мезенцев, это Ухта, он воспитанник 18-й школы, школа это воспитывает кадетов, и он, несмотря на юный возраст, уже вице-ефрейтор. Также из Ухты Денис Ивакин, школа номер 3, он активный участник волонтерской деятельности. Вообще очень много ребят волонтеров. Вот Надежда Левина, точно так же волонтер, победитель конкурса «Космическая республика Коми». Далее Никита Аюгов, он учится в гимназии номер 1 Сыктывкара уже. Он спортсмен, певец, ну и даже президент, но пока на уровне класса, президент класса. Ксения Белых, также победитель соревнований по лыжным гонкам. Виктория Коишева, ученица уже 8-й школы, тоже из столицы республики, вокалистка с большим количеством титулов в профильных конкурсах. Александра Боброва, лицей номер 1, Сыктывкар, волонтер, руководитель лицейского медиа-центра, ну, будущий, видимо, либо режиссер, либо журналист. Матвей Попов, воспитанник технологического лицея, у него он уникальный спортсмен, он бильярдист и уже чемпион Коми даже в бильярде. Константин Козлов, национальная Коми-гимназия, специалист по краеведению. Всеволод Голубев из Карткироса, титулованный боксер. Лилия Нечаева, тоже из Карткироса, она юный художник. Татьяна Панюкова, это школа номер 1 Выльгард, успешно занимается наукой и спортивным ориентированием. Алиса Ефремова, тоже из райцентра, Сыктывдинский район, школа номер 2, волонтер и победитель налимовских чтений. Виолетта Чарина из Сысольского села Пыелдина, победитель республиканских и районных конкурсов по нескольким направлениям. Анна Каменева с Сосногорска, она активистка добровольческого движения. И Андрей Чурсин, тоже гимназист, но он из Сыктывкара и активный участник концертной деятельности. Ну вот я уже сказал, что, конечно, это наши такие будущее наши и республики, и страны. При этом ребята не только вот занимаются спортом, творчеством, но они еще и очень хорошо учатся. Это, как правило, все они либо отличники, либо хорошисты. Ну и, конечно, я пожелал найти в жизни
ту цель, которая точно совершенно их будет вдохновлять, точно будет их подвигать на то, чтобы к ней стремиться. И это обязательно, чтобы у каждого ребенка, особенно подрастающего, была цель, и стремясь к этому, он бы получал знания, и не только книжные знания, но и практические. По эпидобстановке. За сутки мы опять немножко выросли на один случай. Вот опять начинаются у нас эти эпидемиологические качели. 269 случаев заболевших против 268 вчерашних. Ничего не меняется. Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Сосногорск. Ну, вот основные, кто дает нам заболеваемость. К сожалению, да, среди заболевших у нас сегодня достаточно большое количество, 41 человек были привитые. Вот опять же, о чем это говорит? О том, что большая емкость непривитых людей, заболевая, успевает заражать в том числе и привитых. Но, опять же, посмотрите, вот из этих 41 человека у нас 38 человек, это амбулаторные пациенты, то есть это в легкой форме, и только 3 человека стационарного лечения. Если мы посмотрим, к сожалению, по умершим, то сегодня у нас 13 человек умерли, но среди них нет ни одного вакцинированного. То есть вот смотрите, это такая закономерность, заболевают ранее люди не привитые, не переболевшие, заражают, естественно, рядом с собой находящихся, в том числе привитых, но все-таки смертность среди привитых практически 0. А если я вам как-то говорил, что если и умирает привитой, то это либо разрыв в ревакцинации, либо, к сожалению, раннее заболевание сразу после вакцинации, ну, либо все вместе, плюс большой возраст и большое количество хронических заболеваний. По койкам мы ничего пока не меняем, остается та же цифра, 2016 коек. Смотрим, наблюдаем, пока по занятым чуть снизились. То есть видите, мы амбулаторно чуть качнулись, ну, по количеству заболевших, а стационарно мы все-таки пока не растем. Это такой хороший симптоматический признак, то есть 1168 коек, а вчера 1210. По привитым мы растем. Конечно, привитым, за что вам большое спасибо, но надо наращивать темпы вакцинации, потому что сегодня 345 239 человек привилось, полностью закончили вакцинацию. Вчера, если вы помните, 342 599, по-моему, человек. Поэтому вот без малого 3000 нам надо прививать как минимум 6-7 тысяч в сутки. Тогда вот мы будем действительно выходить и замещать эту емкость людей, которые не привитые и не переболевшие. То есть, что называется, еще пока стерильные, вот они как раз и основном дают нам прирост заболеваний. По остаткам вакцины у нас вакцины более чем, поэтому 122 880 доз. Поэтому, пожалуйста, записывайтесь на вакцинацию. Впереди Новый год. Лучше, конечно, встретить Новый год привитым, здоровым и радостно встретить Новый год и, в общем, в Новый год войти без заболеваний. На сегодняшний день вся информация. Всего доброго. До следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.